Певица Алсу – одна из самых ярких звезд отечественного шоу-бизнеса. Все помнят ее трогательные клипы и великолепные выступления на Евровидении. Наверное, каждая школьница коллекционировала дневники и тетради, на обложке которых красовалась молодая звезда Алсу. Сегодня Алсу не менее популярна. Образцовая мама совмещает карьеру с общественной деятельностью и благотворительностью. Именно с этой целью 1 октября кумир миллионов посетила наш университет со своим отцом, предпринимателем и политиком, нашим земляком Ралифом Сафиным. Многие считали, что приезд звезды такого уровня всего лишь слухи, но увидев изящную, сияющую знаменитость у порога первого корпуса, не осталось и сомнения в том, что это она. Ныне Ралиф Сафин – сенатор Алтайского края и президент благотворительного фонда «Радуга». Основные направления работы фонда – строительство мечетей, церквей, оказание финансовой помощи больным детям. Ректор университета Раиль Асадуллин провел экскурсию для почетных гостей по 4 учебным корпусам университета. На факультете башкирской филологии Алсу и Ралиф Сафин побывали в летней студии «Страна Айгуль», где молодые поэты черпают свое вдохновение, прокомментировал ректор. В 3 корпусе осмотрели Центр французского альянса, научно-исследовательские лаборатории. Уникальный центр художественного войлока особенно понравился молодой певице. Как оказалось, сама она тоже художник и окончила колледж с художественным уклоном в Англии. Осмотрев достопримечательности, уважаемые гости встретились со студентами и журналистами. У каждого был уникальный шанс задать вопрос и услышать на него ответ от самой Алсу и ее отца. Так студенты интересовались мечтами певицы. В ответ гостья рассказала, что все, о чем она мечтала, сбылось. И сейчас для нее главное сохранить эту гармонию. С самого детства такое очень была задумчивой и, наверное, всегда в каких-то мечтах находилась. Да, вот всегда. Вот у меня, кстати, старшая дочка в этом смысле похожа на меня, она тоже все время о чем-то думает и мечтает. Конечно, в детстве у меня была мечта, вот с того момента, как я поняла, что я хочу связать свою жизнь с музыкой, конечно, это была мечта стать певицей. Эта мечта осуществилась даже в большем, скажем, объеме, чем я даже могла мечтать об этом. Сейчас у меня нет никаких, скажем, амбиций или какой-то материальной мечты, вот чего-то достичь, получить, заработать. У меня одна мечта – сохранить все то, что у меня сегодня есть. Это моя семья, мои дети, здоровье моих родителей, то благополучие, вот та гармония, которая существует сегодня в моей семье, среди моих близких и друзей. Я бы хотела вот это все удержать, и чтобы все это оставалось в таком прежнем виде. Это моя мечта на сегодняшний день. Прозвучал вопрос и на башкирском языке. Ралиф Рафилович ответил и на него. Раньше мы стеснялись, что мы родились в деревне. Сейчас надо гордиться, что мы родились в деревне, там чище воздух, здоровее пища и вообще люди там здоровее, большими желаниями. Слышал, вот у нас 4 братьев, мне получилось возможность получить высшее образование, потому что другим не было такой возможности получать. Все должны были как на меня работать по времени, да? Значит, смысл в том, что выбор правильной профессии, конечно же, после того, как ты правильно выбрал профессию, пойдешь на работу именно по той профессии, а не туда, допустим, торговать магазином, многие кончают лишь получить диплом, а где работать там их не интересует совершенно, да? Это не должно быть. Поэтому лучше чужое место не занимать, но надо найти свою правильную профессию. Студенты также спросили, как такому занятому человеку удалось воспитать успешных детей, ведь их у Ралифа Рафиловича 4. Для меня главное, я, коли имел возможность, да, всем постараться помочь, чтобы они правильно нашли ориентир в жизни, там, нашли успешную учебу, работу, там, да, и как бы их счастье собирать, чтобы смысл моей жизни в этом заложен, понимаете, чтобы собрать их хотя бы 2 раза в год, чтобы они дружили всегда, это заложено. Уважение к старшим, и так далее, и так далее. Успешных детей, я вам уже говорил, я старался на них не влиять, какой институт кончить, кем быть, там, куда идти работать, да, совершенно. Они выбирали профессию сами, мое дело им помочь, в том числе, значит, правильный подбор, даже друзья они сами выбирают, да, правильное воспитание. Для меня важнее их внуки уже, дети их, мне важно, чтобы они были воспитаны в духе, вот, что заложено в мусульманском мире, да, уважение к старшим, уважение родителям и так далее, когда есть особые категории вот, традиций, да. Конечно, православие тоже отношение имеет, и мне это очень важно. Вот я это давлею, внедряю, нравится и не нравится, говорю, и, по-моему, нравится. Мы росли, по крайней мере, там, до 8 лет, еще вот Советский Союз был, и мои родители
работали с утра до вечера. То есть я не могу сказать, что вот нас как-то воспитывали, что-то. Мы воспитывались на примере своих родителей. Вот то, что мы видели, как они общаются, то уважение, которое они имеют к своим родителям, к старшим, бабушкам, дедушкам, вот мы это все видели и впитывали как губки. Нас приучали вот к чистоте. Вот папа, кстати, в плане строгости, я не могу сказать, что прям строгий был, но у нас было вот какое-то чрезмерное уважение, вот, не знаю, даже побаивались немножко. Вот чистоту, кстати говоря, вот порядок в шкафу, это нас папа приучил, нам сильно влетало, когда, если, не дай бог, беспорядок дома. Предприниматель и политик Ралиф Сафин еще и педагог. Он читает лекции в университетах страны и зарубежных вузах. Башкирский государственный педагогический университет тоже не прочь иметь такого успешного профессора, который поделится секретом своего успеха со студентами. Поэтому ему была вручена мантия почетного профессора нашего университета. Международный день музыки, который отмечается 1 октября, не обошелся без подарка нашему университету. Роскошный белый рояль известной старинной марки «Август Фёстер» был подарен университету Алсу и ее отцом. Я очень счастлив, что я у себя на родине могу быть с вами рядом, с своей дочерью, почувствовать гордость за свою родину, за Уфу, за Башкортостан. Вообще сегодняшний день для меня остается в памяти. Это маленький подарок от нашей семьи. Конечно, мы делаем, наверное, больше возможностей имеем. Наверное, будем мы поддерживать отношения уже с вашим университетом. В честь праздника и приезда гостей студенты и преподаватели Института педагогики отыграли великолепный концерт, который звезда мирового уровня оценила очень высоко. Мастерская игра на рояле, флейте, балалайке, виолончели, мелодичные голоса хористок, виртуозное танго и другие профессионально исполненные номера показали уровень мастерства наших студентов. Когда эти клавиш коснется рука, тогда улетает из сердца тоска. Со мной ты разделишь и грусть, и печаль, мой старый усталый рояль. Знаменитые исполнители Вахид Хызыров, Роберт и Фарида Тимирбаева. Композитор Рим Хасанов тоже поздравили педагогический вуз с Днем музыки и наступающим Днем учителя. Жара палит и опаляет, и пессимизма добавляет. И мы под солнцем все поникли, к такой жаре мы не привыкли. Но я стараюсь не сдаваться, ведь я хочу зимы дождаться. Простую тайну я открою, что даже в зной зима со мною. И вот момент, которого с таким трепетом ждали зрители. На сцене сама Алсу. Песня на татарском языке «Сандугашим» была исполнена с ее автором Римом Хасановым. Певица решила сама опробовать новый рояль, исполнив песню Уитни Хьюстон. Именно эта песня стала стартовой в карьере звезды. Мама двоих дочерей посчитала своим долгом исполнить песню легендарной своей коллеги Валентины Толкуновой «Поговори со мной, мама». Живой и красивый голос очаровал зрительский зал. Свою самую популярную песню «Зимний сон» Алсу спела вместе с залом. В такие моменты понимаешь, что популярность зарабатывается талантом и искренностью.
Небо загрустит, уклонилось, сумерки укутав дома. Больше ничего не случилось, просто наступила зима. Раиль Асадуллин наградил Алсу медалью, которую не получают певцы. «Сердце отдаю детям» – так называется медаль имени Сухомлинского. Традиционно ею награждаются учителя, посвятившие свою жизнь просветительскому делу. Я рад, что сегодня пришел человек со своей дочерью и показал, какая должна быть семья, как родители должны любить своих детей и как семья должна любить свой народ, любить свою страну. И это не слова. Это на самом деле искренне пережитое. Отныне праздник музыки будет отмечаться в БГПУ ежегодно. Без сомнения, мы еще увидим в родном университете российских и мировых звезд.